период с 2020 по 2021 год в России проходит Год Германии, который по задумке организаторов должен стать источником новых полезных импульсов для российско-германских отношений в различных сферах жизни. В центре внимания всех мероприятий является диалог и обмен, сотрудничество между людьми и культурами. При этом охватываются все общественно значимые сферы, и такие как кино. В эфире программа «Якутия Лайв», я ее ведущая Ирина Ефимова, и у меня в гостях режиссер и куратор лаборатории режиссуры и монтажа Московской школы нового кино Илья Табашевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Вера в человека появляется благодаря якутскому кино. И там всегда происходит чудо. Мне достаточно посмотреть 3-5 минут фильма, чтобы понять, с кем я имею дело. Каждая секунда может изменить вообще содержание. А в какой-то момент начнут гнобить якутское кино. Вписаться вот в этот общий мировой контекст — это самая большая утопия. Я так понимаю, что уникальное предложение заключено в слове «новое». Да? Вот что в этом слове такого, в каком смысле это новое кино? И что такое вообще новое кино? В 20 веке что-то новое — это такой тренд вообще. То есть какая-то погоня за новым появилась. В этом плане, может быть, новое не совсем правильное название, но лучше название, скажем так, нет. Но для меня новое — это своевременное. То есть это то, что происходит именно сейчас. Это не какое-то вчерашнее, позавчерашнее кино, а это кино, которое случается здесь и сейчас. На данный момент мы в очень специфическом моменте находимся. Происходит много всего в мире, есть много тенденций и так далее. И в этом очень сложно ориентироваться и понимать, что вообще происходит, где и как. В ситуации нашей новое — это во многом, например, видео. Потому что когда, опять же, ушла пленка и появилось видео, многое в мире кино изменилось. В современном мире все школы должны быть, как бы в кавычках, но предполагать вот это направление, что мы пытаемся не то что угнаться за временем, а просто хотя бы сориентироваться. Жизнь коротка, и мы можем делать что-то, снимать какое-то чужое кино. Как часто люди, снимая на цифру, на самом деле снимают пленочное кино. Просто снимают какие-то кадры, не понимая на самом деле, что они делают, какой материал у них в руках и так далее. А цифры и пленки — это просто не знаю, как мрамор и бумага. Цифры — ничто, просто воздух. В общем, она так устроена, она ничего не стоит. Вот. Это совершенно разные материалы, и об этом мало кто рассуждает, мало кто этим занимается. Просто как-то вот изменилось что-то. Начинаем снимать вот так. А думаем все еще тем старым образом. Мы должны понимать так, что пленка никуда не уйдет. Пленочная фотография не исчезла с появлением цифровой. У меня есть такой преподаватель в Праге, я учился в какой-то момент в Праге, и он занимается исключительно пленкой. И когда ему задают вопрос: Мартин, как же так, в общем, сейчас 21 век, цифра, там же есть свои какие-то ништяки, преимущества и так далее. На что он говорит: на мою жизнь пленки хватит. Кино — это не результат, а процесс. И важно то, что человек находит в этом соприкосновении с материалом. То есть в пленке есть свои какие-то алгоритмы и пути, в цифре свои. Вот. Я могу сказать так, что я на данный момент в школе, и не только в школе, занимаюсь всевозможными пленочными, так сказать, затеями, активностями. То есть я собрал всю линейку для 16 миллиметров, и я всячески за то, чтобы человек, например, попробовал снимать на пленку, мог ощутить эту разницу между пленкой и цифрой. Там всегда происходит чудо, потому что снимаешь одно, а получается другое. А в цифре просто вот что снял, то снял. Ну, понятно. Ну, это как виниловые пластинки, да? Да, да. Как бумажные книги скоро станут. Все это инструменты, которые позволяют нам как-то встроиться в мир, понимать, что происходит,
и в какие-то моменты, наверное, кому-то захочется прибегнуть вот к такому материальному носителю, чтобы иметь возможность там, потрогать его руками. Это даст что-то и скажется на том, какой будет фильм. Точно. А ваша дипломная работа «Синее небо, черный хлеб», она сразу получила ряд наград на зарубежных, отечественных фестивалях. Вспомните, что вы хотели этой работой сказать? Я могу сказать так, что специфика этого фильма на данный момент ее сложно как-то воспринять, потому что, ну, эту специфику понять, потому что фильм снят на пленку. Он снят на 35 миллиметров, и вот представьте, что фильм длится 21 минуту 45 секунд, а материала было около часа. То есть фильм такой, какой он есть, потому что в самой технологии создания есть какие-то требования, да, ограничения и так далее. То есть у меня была задача снять именно на пленку фильм. Да, на тот момент уже многие пренебрегали пленкой, а мне было интересно именно так сделать. То есть, в принципе, в специфике и полноте этот фильм можно понять, именно понимая, что он снят на пленку. Содержание, ну, о нем говорить бессмысленно. Но за тем, что там по определению фильм был такой несколько экспериментальный, мне сейчас интересно экспериментальный кино, то есть там, в принципе, форма важна. Снят в Саратовской области, откуда я сам. То есть я понимал, в принципе, как там все происходит и что мне интересно, то есть какое состояние я хочу запечатлеть. Что там нет героев, нет событий каких-то, а то, зачем следит фильм, как, в общем, меняется ход времени, что ли, какое-то ощущение пространства в связи с сменой сезонов, времен года. Вот мое кино, оно устроено странным образом, что для меня есть какое-то внутреннее содержание, ну, о нем говорить бессмысленно. Но за тем, что там есть, просто есть еще какие-то мои личные воспоминания, которые я не было цели, чтобы зритель буквально их читал. А просто как-то вот это такой довольно личный фильм, который для людей несет что-то свое. То есть они чувствуют, что там что-то есть. Есть какое-то настроение и так далее. А для меня это еще что-то другое. И это нормально. Я могу сказать так, даже что в этом фильме важно то, что это дипломный ГИКовский фильм, и там есть некая, как сказать, такая небрежность в форме, которая мне была важна. Вот я хотел так провзаимодействовать, поэтому там есть какое-то попурри музыкальное, то есть нарушение каких-то табу, каких-то правил, монтажных в том числе. Говоря о новом кино, о современном кино, да, как человек, который разбирается в тенденциях, видит то, что происходит, да, с этой точки зрения вы можете как-то объяснить вот, феномен якутского кино, почему оно вдруг стало интересным? Вот на мой взгляд, заслуга якутского кино не то, что оно вообще на каких-то фестивалях, есть какие-то там люди, которые киноведы, которые дают какие-то призы, а то, что оно вообще есть, и то, что оно якутское, и то, что оно обращено к зрителю, что оно, например, на национальном языке, это абсолютное ноу-хау местное, и это очень важно, потому что люди должны чувствовать свою причастность вообще к происходящему. И, на мой взгляд, это очень важно, что вообще у людей есть свое кино. Ну, из того, что я понял, да, о феномене, это связано с тем, что люди научились просто здесь как-то объединяться. То есть не утратили веру в то, что есть в этом какая-то правда, да, и что можно на взаимопомощи, поддержке, порой без внешней поддержки, что-то делать. И этот опыт, этот пример
дает надежду нам всем. То есть это как вера в человека появляется благодаря якутскому кино. Вот. А какое оно уже, и где оно, как и будет показано, это уже, ну, в общем, зависит от самих режиссеров, как они захотят увидеть свой фильм, и что они в него заложат, и так далее. Вот. На мой взгляд, первично все-таки наличие этого феномена как такового и то, что я говорю, что он обращен к простым людям, которые живут конкретно здесь, и об этой жизни это будет интересно и людям, которые где-то еще в другом месте. Ну, то есть они узнают в этом себя, хотя это будет совершенно другой язык, и будто бы другие какие-то реалии. Где-то я читал, что какой-то фильм был показан впервые в Новой Зеландии. И, в общем, им было непонятно, как это так. Ну, может, не Новая Зеландия, я могу перепутать, ну, в какой-то теплой стране. Как-то так, вот здесь вот такой мороз. И для них это, в общем, будто бы непонятно. Это неправда. У них свои, у них жара, вот тут мороз. В общем, это не про экзотику точно, и это очень важно, что якутское кино, на мой взгляд, ищет свои пути, не свое какое-то лицо, как мы будем выглядеть перед миром, не вписывается в конъюнктуру, а именно занимается своими делами внутренними. Вот, и это очень важно. Ну, вы знаете, вот как Дмитрий Давыдов говорит, режиссер Пугало, он говорит, я снимаю кино для своего зрителя. Вот он живет в деревне, да, и вот, собственно, для вот этих людей, и говорит, я не думаю вообще там о фестивалях. Я могу сказать так, что человеку для того, чтобы вообще сформироваться хоть как-то в плане кино, ему нужно не 2 года. Вот по моему опыту перестройка головы идет, ну, там, первые 5 лет. И потом вот активной работы с кино, когда ты снимаешь, монтируешь, думаешь, говоришь, читаешь, все делаешь, да? Только все время занимаешься кино. 5 лет, и есть шанс, что спустя 5 лет ты будешь, в общем, как-то понимать это не как историю, да, а как вот специфический материал, произведение из кадров там, и так далее. Ну, либо делать его для себя, да, что тоже может быть, ну, то есть как с литературой и так далее. Либо же нужно понимать все-таки, вот, ну, как это кино будет коммуницировать, как оно будет бытовать, скажем так, кто и как это будет смотреть. Все остальное приложится. Bilmiyorum. So, Uçağına. Вписаться вот в этот общий мировой контекст — это самая большая утопия. Потому что сегодня одно, завтра другое. Это никак не противоречит тому, что я говорю про новое кино. Ответ на вопрос, как устроен мир, каков он должен быть сегодня. Возможно, эта гипотеза единственная там, для кого-то правильная, что мир должен формироваться вот так из маленького центра, не из космополитической какой-то истории, да, а из того, что я живу здесь, и здесь делаю кино для своего зрителя. И я могу сказать, что фильмы, снятые вот в таких условиях, в таком вот марш-броске, получают призы на больших международных фестивалях, и просто вот сделанные как бы ни за что, не без денег, просто вот со своими друзьями, знакомыми и так далее. То есть все проблемы в наших установках, а не в том, что, в общем, нам какие-то не дают нам снимать что-то и так далее. Сейчас мы можем все. А есть все-таки какое-то отдельно фестивальное кино, отдельно зрительское кино? Конечно, есть. Я бы сказал так, есть конъюнктурное кино, которое как бы пытается угодить, да, ну, вписаться, скажем так, ну, на хайпе, да, хайпажоры так называемые. Да, и причем порой одно подражает другому и пытается как бы выглядеть, как будто бы оно такое авторское. На самом деле
таким не является. Есть кино какое-то независимое, самостоятельное, которое способно сказать что-то, да? А есть кино, которое полностью состоит из штампов, пытается быть похожим. Тут как есть у нас в стране такая проблема с продюсерами, бескультурием, скажем так, продюсеров, что они, в принципе, мало ориентируются, мало понимают, что происходит, и не ищут нового. Они, в принципе, не готовы, ну, рассматривать какие-то новые, там, я не знаю, новые имена, вот просто на пустом месте, что вот человек написал адекватную заявку. Они, в принципе, всегда хотели бы повтора. Здесь что-то там вышло, да, все ищут что-то подобное. Ага, пошла, как бы поперла карта, да. Сейчас мы напали на жилу, и в этот момент все, как всегда, перестает происходить, потому что это невозможно. То есть либо ты просто занимаешься своим делом и делаешь по своему разумению, как ты считаешь нужным, либо ты по определению вообще, в принципе, не можешь угадать. А большая часть авторов в России существует в абсолютном вакууме. То есть у них нет никого там, кроме Антона Долина, грубо говоря, и пару друзей, которые что-то там будут потом писать. И это очень уязвимая ситуация. То есть у нас нет среды. И, кстати говоря, опять же, как я понимаю, особенность якутского кино — это не только взаимопомощь, а просто вот чувство плеча рядом, и что они посмотрят и скажут: ну ты что, зачем ты так-то? Да? Вот эта самостоятельность якутского кино позволяет быть смелыми, предпринимать какие-то шаги, пробовать что-то и так далее. Потому что есть люди, которые поймут: вот ты в этих условиях вот так вот смог, ну ты уже, в общем, молодец. Нам нужно всем объединяться. С одной стороны. А с другой стороны, ну я знаю, например, что я занимаюсь чем-то, чем мало кто занимается, да, во-первых. Во-вторых, может быть, этот пример даст какое-то развитие, что люди здесь поймут, что надо тоже что-то подобное делать, может быть, как-то так попробуют. Ну, как бы это какое-то общение, обмен. Как я понимаю, сейчас люди, которые в основании этого движения, скажем так, вот тот где-то там в КИТе учился, еще где-то там какие-то высшие режиссерские курсы, Московская школа кино и так далее. Не у всех далеко. Не у всех, но есть, да. Я думаю, что когда ты ощущаешь себя вот где-то так далеко от центра, да, скажем так, что неправильно, несколько азиатское, что есть центры большие, а здесь вот у нас где-то там далеко, да. Это не обязательно так, люди везде есть, да, и порой в Москве не так все как бы хорошо, в общем, вот с какими-то процессами, с объединением и так далее. На мой взгляд, не нужно никуда ездить учиться, а нужно здесь учить своих, и нужно самим объединяться, заниматься просвещением, образованием своего зрителя развивать. Нужно, чтобы зритель тоже как-то развивался, не только с помощью какого-то фестиваля, который проходит раз в год, да? Ну не какого-то фестиваля одного, да? А нужно постоянно поднимать вообще вот эту всю как бы планку. Вот, смотреть разные кино, все вместе обсуждать, проводить много разных мероприятий и просто понять, что все это рукотворное дело. В общем, само оно не произойдет. Вообще людям нужно ориентироваться. Об этом много написано. Когда ты начинаешь ориентироваться, да, ты в принципе закладываешь долголетие свое. Как, собственно, с нашей головой, да, чтобы жить долго, нужно думать. Стареет мозг в первую очередь, не тело. Вы сказали такую фразу, чтобы случайно не снять не свое кино. Да. Может же так получиться, что если ты будешь все смотреть, ну, может быть, все уже снято, может быть, Нет, такого нет. ты посмотрел и думаешь, я уже не буду ничего снимать, потому что все сняли для меня, нет? Ну, это плохо. Это так не должно быть. Это не цель. Ситуация другая. Когда мы смотрим фильм, мы все равно видим конкретных людей, других и так далее. И мы неповторимы. Не в плане там даже культуры какой-то, а вообще вот каждый человек, у него есть свои какие-то собственные внутренние содержания, скажем так, какие-то болевые точки и так далее. В чем ты совпадаешь, откликается. Ну, это как знакомство с человеком, да. То есть, по-вашему, режиссеру все-таки нужна вот эта некоторая насмотренность?
Я уверен, что те люди, которые снимают кино, они, конечно же, им интересуются. Нет таких авторов, которые просто не смотрят. Тебе нужно в этой среде пребывать просто. Для того, чтобы человек не достиг своего потолка, да, вот чтобы он не замкнулся и продолжал, ему нужно развиваться. В этом идея. Важно, что фильмы другие, они позволяют с языком вступить в контакт просто. Вот как бы понять, как это устроено. И люди не всегда понимают, как оно поменялось. Например, если мы возьмем фильм «Якутский черный снег», в котором есть вот эти пары знаменитых длинных кадров, они оказались возможны именно благодаря видео. То есть это видео позволило этому случиться. На пленке это было бы не просто роскошью, это было бы Расточительство безумное, да, сверхконцептуально как-то. Это было бы что-то вот зачем-то так сняли. Да? Но нужно понимать, что это дорогой материал, и цена дубля совершенно другая. И здесь есть адекватное какое-то преломление, что с одной стороны происходит что-то запредельное, да, а камера вот так спокойно за этим наблюдает и обнаруживает какие-то другие горизонты вот в том, что мы видим. То есть это мы не просто буквально сопереживаем этому человеку и чувствуем, как ему больно и тяжело. Ну, я говорю о сцене, когда человек там просто придавил руку, и он мучается на протяжении нескольких, ну, там, не несколько, длительного времени в кадре. Да? Это довольно-таки решительный ход, такой смелый, да, который как-то меняет вообще структуру фильма. То есть то, что мы видели до этого, уходит в тень в сравнении с тем, что происходит у нас в кадре в этот момент. У нас в голове происходит этот процесс, что мы понимаем, что это было в сравнении с тем, что мы видим сейчас. Вот. Так что это очень интересный ход. Я думаю, конечно, сыграло большую роль, что это кино срезонировало и получило отклик, но на этом далеко не уедешь. Это тоже закончится, и закончится вот эта вот какая волна, как мода, да. Вот сейчас мы посмотрим, вот якуты тут приехали, нам что-то покажут. И тогда вопрос уже станет, вот ветер прекратился, а мы еще здесь, и нужно продолжать. Именно это ценно. Не то, что не ажиотаж, который там возникает время от времени. Мало ли что они там в истерику какую-то впадут еще. А в какой-то момент начнут гнобить якутское кино, может быть. Да, что там зайдет как-то, повернется. Черт его знает. Поэтому на это ориентироваться неправильно. Это абсолютно не показатель. Все фестивали, все институции давно скомпрометированы. Ну, потому что они так вот, как сказать, рыночная это экономика, да. Сейчас вот это пришлось к месту, нам удобно включить в букет, и мы как бы это разнообразим, наш рацион, а в следующий момент нет. А в чем достоинство и как бы преимущество якутского кино, что зрители-то вот эти местные никуда не денутся. И как бы культура местная, она тоже будет продолжать как-то быть. Поэтому как бы с этими людьми и нужно жить, и их нужно любить, ценить и в них вкладываться. Они вот все как бы быстро текущее и сменяющееся. Есть у вас какие-то ориентиры, какие-то авторы, режиссеры, я не знаю, фильмы, которые вы на которые вы студентов ориентируете, или что вы для себя держите? Вопрос сложный, потому что, с одной стороны, вот на сайте школы есть так называемый канон, именно так называемый. То есть это не то, что там какие-то канонические произведения. Я не со всеми фильмами, например, согласен, и не все мне, скажем так, близки, нравятся или мне, на мой взгляд, достойны внимания. Но это, в общем, такая комплексная штука. За этот пандемийный год я произвел такой ресерч, как бы исследование. Довольно много фильмов посмотрел, как-то разобрал. Имен много. Не все мы знаем. Мы даже не все страны есть, ну, как в понимании, что там вот сейчас что-то происходит. То есть у нас есть там, например, румынская новая волна.
все знают о румынской новой волне, как будто бы кто более-менее интересуется кино. Или Берлинская школа, это нулевые. А, например, о том, что есть сейчас аргентинское кино, никто не знает. Для меня было открытие, что аргентинское кино — это не два, не три автора. Это все очень разные и на самом верхнем уровне. Из Таиланда мы знаем одного режиссера, Пичитпонга Версутекула. Ну, это как бы супер важный режиссер, на мой взгляд, главный. Он причем такой как бы именно всемирный. Он очень местный, на местном материале, с местными людьми, вот там как они все разговаривают, все это ты прям чувствуешь какой-то, ну, любовь к местной культуре. Но при этом он учился где-то в Чикаго и так далее, то есть он понимает, что происходит, опять же, какие-то тенденции и так далее. Но он там не единственный. Имеет смысл говорить либо о действительно авторах, которые уже просто современные классики, ну, то есть они уже сняли много фильмов. И опять же, к сожалению, никто не знает о том, что вот никто этим не занимается, ну, этим просвещением. Когда я обнаруживал вот какие-то имена, у меня какая-то обида даже возникала, потому что почему я? Ну почему я? Я же не киновед. Почему я этим занимаюсь? Что делают киноведы? У меня возникает вопрос, почему они мне не рассказали об этих именах? Потому что там очевидно какой-то источник вдохновения. Надо же, вот как человек делает. Да? Потом выяснялось, что эти имена как-то где-то есть. Ну, там, например, у нас есть такой автор в России, Лариса Садилова. Вот. Так вот, Лариса Садилова в 1998 году сняла дебютный фильм, который получил кучу призов на Кинотавре и так далее. И она до сих пор работает. В 2019 году она получила приз на Каннском фестивале, где-то там в Роттердаме. То есть, в принципе, если вы посмотрите, это один из самых титулованных режиссеров из провинции. То есть это, в принципе, мы все Звягинцев. А вообще у нас есть вот Лариса Садилова. И она очень самобытный режиссер, гораздо более самобытный, чем Звягинцев, который вот именно такой, как бы конъюнктурщик, как бы ловит волны какие-то, да. Очень отвечающий за язык, то есть у нее именно такая брессоновская какая-то, брессоновский склад, то есть она очень четко по кадрам. При этом видно, что это скромное кино, простое, такое более шукшинского какого-то направления. Не знаю, неужели нельзя этих сумасшедших сразу стерилизовать? Женщины-режиссеры, ты смотришь там Мещанинова, Разбежкина, и где-то там четвертый упомянутый Садилова. Но вообще-то Садилова довольно-таки серьезный автор, да, не такой, как бы, чтобы ее куда-то вот, упоминать в списках каких-то. Я бы скорее говорил о вот этих вот упущенных каких-то возможностях. Ну, на мой взгляд, это отсутствие системы, отсутствие вот просто культуры какой-то общей, да, работы вот с этими вещами и так далее. Илья, вот такой еще вопрос. Вы смотрите кино как зритель? Или постоянно идет вот этот вот процесс раскладки на составляющие? Конечно, я деформирован своей профессией. Вот у меня в этом списке 800 имен. Это несколько жестких дисков, у меня забитые фильмы по папочкам, вот это все разложено и так далее. И там везде стоят какие-то ярлычки. Вот это смотреть еще, а это уже никогда к этому не возвращаться. И бывало так, что я начинал смотреть фильм и не мог оторваться. Мне был интересен не сюжет, а все-таки само произведение. То есть потребительское отношение к кино, что оно, в общем, нас как-то обслуживает, что это, в общем, какая-то придаточная часть к попкорну, ну, это просто себя не уважать. Вот. Я думаю, что как и с живописью, как и с музыкой, и со всеми другими искусствами, нужно обладать каким-то изначальным уровнем вот этой кинограмотности. Настоящая любовь к кино должна еще предполагать вот некую форму
любознательности, да, и доверия изначально. Что вот у меня был опыт написания учебника, учебник по кинограмотности. Была такая идея, инициатива даже от Министерства образования. В общем, такой учебник, который будет объяснять, ну, как вообще к кино относиться вот, там, для подростков. И там вот, собственно, вот направление такое, вот объяснить, что такое кино. Не умно как-то там, как у Базена, вот что такое кино, а именно вот диалог с экраном. В общем, как, почему мы смотрим кино, как оно на нас влияет и так далее. Собственно, вопрос на данный момент стоит не так, как получать удовольствие от кино, а в том, как наоборот не оказываться жертвой кино, как не оказываться жертвой вот этого бесконечного потока информации и вообще изображения, которое на нас обрушивается, которое вообще-то делает нас рабами этого, ну, как сказать, происходящего вокруг. Это не то, что я говорю там как старпер какой-то, вот, мол, вот так нельзя, как, в общем, ТикТок, ужасно. Нет. То есть на данный момент мне достаточно посмотреть, предположим, 3-5 минут фильма, чтобы понять вообще, с кем я имею дело. Но чтобы нарушать правила, нужно их знать. Конечно, нужно знать. Но я бы не сказал, что есть какие-то большое количество правил в кино. Это не так. То есть сформулированных правил не так много. Но есть закономерности и принципы. Вот. Но могу сказать, что на тот момент, вот проучившись в Авгике 5 лет и даже поучившись за границей, я не так, чтобы очень ориентировался в этом. То есть дальнейшее мое преподавание дало в плане образования мне гораздо больше, чем моя учеба в Авгике. То есть обучаешься сам? Да. Хочешь научиться чему-то, начни преподавать. Да. То есть вот я могу сказать так, что подготовка к занятиям, работа со студентами и правильно построенная работа, вот сам алгоритм работы, дает гораздо больше, нежели просто вот самостоятельное какое-то там путешествие, чтение книг и так далее. То есть вот этот диалог, он всегда обогащает и заново ставит вопрос всегда. То есть вот перед тобой человек, который не знает, и ты, в принципе, объясняя, научаешься сам понимать. Якутск мы полюбили за то, что здесь замечательная публика и множество уже кинематографистов, которые снимают замечательные фильмы. И нам кажется, что молодежь тоже очень этим интересуется. И поскольку есть большой дефицит в области образования, кинообразования для детей и молодежи, особенно для подростков, мы решили в этом году провести не только кинопрограмму, но и кинолабораторию. Кроме кинолаборатории, ребята могут приходить, смотреть фильмы совершенно бесплатно в 4 кинотеатрах. Лучшие фильмы, призеры различных кинофестивалей. И все равно, Проект посвящен работе с подростками. Это возраст с 13 до 16 лет. Такие проекты проходят следующим образом. В общем, мы как-то соберемся, что-то поснимаем, в общем, поразвлекаемся и покажем старшему поколению, в общем, чтобы они, в общем, порадовали за своих детей. Здесь будет чуть-чуть другой процесс. Ребята будут много снимать, может быть, не очень форматных каких-то работ, которые, ну, будут состоять, например, просто из одного кадра. Тут не принципиально, какое оборудование, как, в общем, ну, там, свет, например, какая камера, какой звук и так далее. Речь идет о том, что кино может снимать каждый, имея просто телефон, и кино окружает нас, и мы можем просто, направив свой телефон в правильном направлении, скажем так, это кино увидеть. Вот. И, соответственно, вот эти упражнения, которые мы будем делать, они направлены скорее на видение, на то, что, ну, какое-то раскрытие своего потенциала, того, что вот человек может обнаружить какие-то элементы кино вокруг себя и поймать какую-то реальность, красоту вокруг себя и так далее. В общем, как-то самовыражаться. И не обязательно делая большой фильм, а просто сняв какой-то простой, казалось бы, кадр. А с детьми сложнее работать, чем со взрослыми студентами? Я бы не сказал, что сложнее. Есть своя специфика. У детей некоторые вещи получаются гораздо легче. Вот. Если у взрослого нужно
например, наоборот, снять какие-то ограничения, то детям нужно, например, предложить вообще какие-то правила игры, в которых они будут ориентироваться, и у них порой какие-то вещи получаются сами собой. Вообще просто вот ты предлагаешь что-то делать, и вдруг они видят, а у них получилось кино. То есть им не рассказываешь, вот тебе нужно там подумать, придумать, вот так вот сделать, сыграть вот эту роль взрослого, да? А просто скорее в игровой какой-то обстановке им легче, интереснее и так далее. А какой проект должны будут снять дети? Будут маленькие работы, которые каким-то образом, ну вообще, работа над кино. Это более лабораторная, такая более подробная, детальная работа. Не будет такого, что они все напишут один сценарий и снимут. Это конкретно в моей группе. У нас будет 2 группы, другая будет работать по своим правилам. Там немецкий режиссер, да, по-моему? Да, там немецкий режиссер. Мне более интересна сама материя кино, адекватность, скажем так, взгляда, что человек вот сам понимает, я именно это сделал, вот я это видел. Мне, ну как-то так сказать, я вот так вот передал свое состояние, например. Ну, хотя там будут и монтажные какие-то упражнения и так далее. Ну, будут работы чуть побольше, которые, наверное, будут вот на отчетном показе, но не будет такого, что мы будем долго снимать что-то одно. Скорее будет много моментов, которые будут именно внутренними, скрыты от внешнего зрителя, скажем так. Они будут именно для ребят как какая-то инспирация, да, какой-то их собственный опыт, в общем, взаимодействия. Ну и в завершении разговора, может быть, какой-то совет, лайфхак какой-нибудь для начинающих. Быть открытым и не переставать искать, в общем, постоянно что-то предпринимать и пробовать. То есть важно пробовать что-то за пределами того, что ты можешь. Вот. Все время что-то осваивать. Ну, вообще, как бы закон жизни, мне кажется. Это не закон какое-то кино или как-то там, не мое какое-то соображение. Это обычное. Ну, тут просто это точно работает. Как только ты начинаешь просто говорить на какие-то темы, тебе кажется, ты как какой-то глашатый и так далее, ну, все начинает как-то не так происходить. А вот если ты занимаешься предметом, если в принципе есть твой собственный интерес, и ты черпаешь вдохновение именно вот в своих каких-то, ну, как бы безошибочно работает. Не нужно думать тут, в общем. Не факт, что все должны быть популярными режиссерами, вот еще. Вот такой совет. И не все должны быть режиссерами, и не все популярными. Но кино — это точно интересно. Вот. И заниматься им интересно. И в плане того, что нас окружает, возможно, кино — это очень активная область. Вот. То есть мы живем, скажем так, в век кино. Даже несмотря на то, что уже интернет и так далее, мы живем в век изображения и так далее. Вот. Так что искать и развиваться. Спасибо за интересную беседу. Я напоминаю, что у нас в гостях был режиссер, куратор лаборатории режиссуры и монтажа Московской школы нового кино Илья Томашевич. С вами была программа «Якутия Лайф» и я, Ирина Ефимова.